Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики. Сводки фронтов на вечер 3 октября 2022 года. Херсонское направление. Сегодня ночью части ВСУ, которые накануне в населенном пункте Дудчана были серьезно прорежены нашей авиацией и артиллерией. Сегодня днем они силы до 3 батальонов попытались продвинуться вперед, но понесли очень большие потери. Ввиду прошедших накануне дождей пространство для маневра было серьезно ограничено. И это тоже сказалось на потерях ВСУ и результатах. Потери сотни солдат личного состава и десятки единиц бронетехники. Вечером атаки прекратились. Противник активно занялся перегруппировкой и вывозом убитых и раненых. Судя по его действиям, завтра атаки продолжатся. В районе Давыдова Брода также была предпринята атака с потерями. Противник отошел. Теперь Сватовское Кременное направление. Здесь противник пока активно не наступает, но усиленно занимается перегруппировкой сил и, вероятно, на днях возобновит наступление по направлению на Сватово-Кременное. Ввиду этого нашего командования, понимая риски, которые возникают для Боровской группировки вооруженных сил, в случае наступления на Сватово из района Купянска и Редкодуба принял решение отвести войска на линию реки Жеребец, и это было произведено сегодня ночью. Также сегодня утром ВСУ силами до батальона предприняли попытку атаки на Лисичанском направлении, но угодили в огневой мешок и были разгромлены. Это наша локальная победа, но главное сражение здесь еще не началось. Очевидно, что продолжение завтра здесь тоже будет. В целом, в отличие от вчерашнего дня, этот день остался за нашими войсками. Несмотря на отход из Боровой, сумевший нанести превосходящим силам большие потери.